Алхра тыпхададжы икукылу акандидатша. Яйзакны уаqa икукылу пшюк, Абисалом Кварджия, Ромео Черкезия, Герман Каджара, Теймур Трибуча Уртырқынпе, Яхаха студияджы исысчыны яхтоп хывюк, Абисалом Кварджия, Ромео Черкезия, Рубаски, Теймур Трибуча, Хлубзия Кухашасвайт, Хатырского кандидатша. Уажәы азин сышәҭозар ишәсырдыруеит иахьатәи ҳаефир шеиҿкаау. Иара хахәҭакны ишоуп раԥхьатәи ахәҭаҿы ателехәаԥшцәа ирзеиҭаҳҳәоит шәнысымҩа анаҩсан ажәа шәымоуп шәара. 2 минутки ирылагӡаны ателехәаԥшцәа ирзеиҭашәҳәа шәпрограмматәы, насгьы адепутатрахь шәызцо атәы. Аҩбатәи ахәҭаҿы ҳредакциа иазнархиаз азҵаарақәа рҭакқәа ҟашәҵароуп, урҭ абра иқәгыло акәалаԥ иҭоуп. Азҵаарақәа рҭак аҟаҵара азыҳәан ф-минуҭк шәымоуп. Атаймер аекранаҿы ицәыргахоит. Ҳаефир ахԥатәи ахәҭаҿы иазгәаҭоуп акандидатцәа дара-дара азҵаарақәа рыҭара, уи аҭак аҟаҵаразы иазыԥҵәоуп ԥшь-минуҭк. Уаҩы агәаҳәара аныҟамла амҩаԥгаҩ лызҵаара аҭак ҟашәҵароуп. Иазгәасҭоит арҭ ателедебатқәа алхыҩцәагьы алахәхарц шаҳҭахыз, убри аҟынтәи хықәкыла иааҳартит аелектронтә адрес. Уахь азҵаарақәа алхыҩцәа иаарышьҭыр, урҭ хымԥада ишәаҳҭоит. Аҵыхәтәаны алшара шәаҳҭоит, алхыҩцәа рахь шәхы нарханы ажәақәак шәҳәарц азыҳәан. Уажәы азин сышәҭозар урысшәалагьы исҳәот. Наши теледебаты составлены таким образом. Вначале мы зачитываем биографию кандидата, затем предоставляется приветственное слово каждому, в котором кандидат может рассказать о своей программе, о себе, о партии и о том, почему он идет в депутаты. На это отведено по 2 минуты каждому. В основной части один из кандидатов достает из ящика актуальные вопросы для обсуждения. На ответ отведено 6 минут. Таймер будет отображаться на экране. В третьей части предусмотрены вопросы кандидатов друг к другу. Каждому из кандидатов предоставляется возможность задавать вопросы любому из своих оппонентов. На ответ отведено время в 4 минуты. Хочу отметить, что специально к теледебатам редакция ГТРК создала email-адрес. Он уже работает 2 дня. Если поступят вопросы от избирателей, мы вам обязательно зададим. Если же вопросов нет, ведущая задает общий вопрос для всех. На ответ 2 минуты на каждого кандидата. Аззара Пушимамзар Халака. Уажәы телехәаԥшыҩцәа ираҳҭап алшара, Абисалом Кварджиев шәара шәнысымҩа иазыӡырҩыртә еиԥш. Кварджия Абисалом Алексеевич родился 2 июля 1955 года в селе Творчало Чимчирского района Абхазии. В 1972 году окончил Творчальскую среднюю школу номер 4. В том же году поступил в Грузинский политехнический институт имени Ленина в городе Тбилиси. С 1975 по 1977 годы служба в рядах вооруженных сил СССР. В 1981 году окончил ГПИ с присвоением квалификации инженера-механика по специальности механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкции. С 1981 по 1985 годы главный механик Творчальского завода стройматериалов. С 1985 по 1986 годы начальник технического отдела завода «Аргонавт» Министерства электронной промышленности СССР. С 1986 по 1992 годы директор Творчальского промышленного предприятия «Груз Шахтстрой Трест номер 7. 1989 год. Активный участник Национально-освободительного движения народа Республики Абхазия. 1992-1993 годы участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Начальник штаба обеспечения Восточного фронта. 1994-1997 годы. Главный инженер на Сухумской мебельной фабрике. А затем продолжил работу на Сухумской мебельной фабрике на должности директора. 1999-2013 годы генеральный директор ООО «Абхазское российское совместное предприятие торговый дом Сухум-Бабаевский». С 2013 по 2018 годы исполнительный директор НП «Крепкий орешек». С 2018 года индивидуальный предприниматель. Общественная деятельность. С 2003 года член правления Торгово-промышленной палаты Союза промышленников предпринимателей Республики. С 2009 года член Общественной палаты Республики Абхазия.
Абхазия с 2015 года, соучредитель Международного благотворительного фонда ПСН, возглавляет Комитет экономического развития и инвестиций фонда. С 2022 года член исполкома Конгресса народа Абхазии, женат и имеет 4 детей и 2 внуков. Абисалом минутку шумом. Уй нас вожу шара ашишемо минутку. Хубзи хатрско алхиса зизриса. Уже программа на хучик и ажа аз ход из манзара программа на загзови ма партия гдад халазароб ма даша команда кима зароб аджима цара нас парламентах макана хнива хамния хаздира махай уневни каларги аджима цара я арамшима зам программа на экзарпепш. Зиграб хедза хакусе обрёб парламент хучик авторитет хисханиоб а парламенте, а депутаты худик авторитет штыхту. Убрезехана ва программа дуа тахца мабхед захарав бусихо конгресса брихахало буси хазбет парламента хитсо бризах кахамоп на саурушвелес хот алхис рацию павша здорово общез махау бреханты вот. Ну, в первую очередь, уважаемые избиратели, хотелось бы сказать, что если это громкое слово программу, чтобы реализовать, это должен быть, если по партийной системе или команда какая-то, тогда можно говорить о программе. Но мы можем говорить об инициировании каких законов или каких норм. Вот мы привержены. Первое, я считаю, что депутат вот именно вот неприкосновенность депутата, оно чуть-чуть дискредитировало себя в нашей действительности. И считаем, что эту норму вообще надо пока приостановить. Второе, значит, право отзыва депутатов обязательно должно быть. И третье, вот, я думаю, все-таки уровень жизни нашего народа не столько высокий, чтобы столько пользоваться служебными машинами, поэтому мы считаем, что депутат, который хочет служить народу, он должен не от служебной машины тоже отказаться. Вот так мы считаем, как бы первое, что хотелось бы инициировать в новом парламенте. Табу пидуцене минутку чучрила фикцит, чучта фикцит. Уже Тимур Ткибуча и насамя хазадзирует. Ткибучава Тимур Илвардиевич родился 12 января 1978 года в городе Ачимчира. В 1995 году окончил среднюю школу города Сухум. В том же году поступил в Абхазский государственный университет на юридический факультет, специальность юриспруденция, заочное отделение, которое окончил в 2003 году. Военнообязанный. С 2001 по 2005 годы работал в Москве в компаниях «Славнефть», «Центр нефтепродуктов» и «Сибнефть», АЗС, сервис на различных должностях. В 2007 году был принят на работу в администрацию города Сухум на должность управляющего делами. В 2015 году был переведен на должность заместителя главы администрации города Сухум, курировал вопросы коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, жилищного управления. В 2017 году начал работать в госкомпании «Псныргылара» в должности генерального директора компании, а в 2020 году был освобожден по собственному желанию. В настоящее время не работает. Женат, отец 3 детей. Тимур, вам слово. 2 минуты у вас. Хулубзия Абсуаджлар, Хулубзия Эсма. Добрый вечер, уважаемые телезрители, Эсма, коллеги. Я благодарен за предоставленную возможность выступать в прямом эфире на дебатах. Но свое приветственное слово я не хотел бы тратить на высокопарные фразы. Я перейду к тезисам своей предвыборной программы, коротко. Уважаемые сограждане, участвуя в выборах депутата парламента Республики Абхазия 7-го созыва, я намеренно не стал выдвигать свою кандидатуру от какой-либо политической партии. Иду на выборы в качестве независимого кандидата, поскольку считаю единственной силой поддержка, которая мне нужна и важна, моих земляков-тверчальцев. Уверен, что статус независимого кандидата позволит мне максимально эффективно работать на благо нашего округа и его жителей, не стесняя себя рамками участия в политических проектах.
Считаю, что настало время, когда в повседневной жизни нашей страны должны быть меньше политики и больше созидательного труда. Излишняя политическая поляризация подвела наше общество к опасной черте. Надо понимать, что в условиях усугубляющегося социально-экономического кризиса мы не можем позволить себе бесконечно выяснять политические отношения. Преодоление политического раскола – это общая задача. Но в первую очередь это ответственность власти и оппозиции. Если их в первую очередь заботит развитие страны, а не вопрос доступа к материальным благам. Я коротко. Главная гарантия нашего достойного будущего – это построение крепкой конкурентной экономики, опирающейся не только на туризм, но и на процветающие частные хозяйства, динамично развивающуюся производственную базу. Сегодня мы видим колоссальные отличия в экономическом положении в Восточной Абхазии и Западной Абхазии. Для столь небольшой страны такой разрыв недопустим. Считаю, что выйти из этой ситуации мы можем только за счет создания новых аграрных производств, привлечения инвестиций в сельскохозяйственный сектор, возрождения промышленной базы. Я коротко закончу, которая имелась у нас в прошлом. Восточные районы страны должны стать витриной успеха сельской, нетуристической Абхазии. Государство обязано создать для жителей наших сел режим наибольшего налогового и льготного благоприятствования, обеспечить доступ к льготному кредитованию для развития аграрных производств. Чуть-чуть. Нет, это много. Спасибо большое. Сейчас Времени мало, к сожалению. таковы Да. законы. Сейчас мы послушаем биографию Ромео Черкезии. Черкезия Ромео Роинович родился в 1989 году в селе Агубиди Абхазской АССР. Окончил среднюю школу номер 12 города Сухум. Окончил абхазский филиал Новочеркасского гуманитарно-промышленного колледжа. Получил квалификацию юрист по специальности правоведение. В 2007 году работал старшим судебным исполнителем Гуль-Рыбского районного суда. С 2008 года работал старшим судебным исполнителем Гальского районного суда Республики Абхазия. Служил в рядах абхазской армии в ПГО СКБ. В 2013 году окончил Пензенский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2017 года работал главным специалистом Государственной инспекции труда Министерства труда, занятости и социального обеспечения. С 2019 года и по настоящее время работает начальником правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики. Принимал участие в разработке государственной жилищной программы и занимается ее реализацией по сегодняшний день. Принимал участие в разработке закона о демографии и программы демографического развития. Участвовал в создании государственного учреждения «Служба социальной поддержки детей и семьи». Данное учреждение успешно функционирует во всех районах Республики Абхазия. Принимал участие в разработке нормативно-правовых актов различных органов государственной власти. С первых дней пандемии возглавил координационный штаб по оказанию гуманитарной помощи населению. На основании программы гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации участвует в разработке различных социальных законопроектов. Рома, у вас 2 минуты. Уважаемые граждане Республики Абхазия, очередной раз перед вами стоит выбор. Выборы депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Главной своей задачей в законодательной ветви власти считаю улучшение социального обеспечения граждан, так как улучшение социального обеспечения граждан является одним из основных направлений для государства. Наряду с социальным обеспечением развитие сельского хозяйства и туристической отрасли должны являться приоритетным направлением в сфере экономического развития республики, так как Абхазия является сельскохозяйственным и туристическим регионом и не полностью реализует все свои возможности в данном направлении. В связи с чем считаю необходимым разработать и принимать те соответствующие законы, а к ним подзаконные акты, а также программы, как краткосрочные, так и долгосрочные, для решения нашей республики проблем, которые требуют неотлагательных мер. Также хотел бы в Народном собрании выступить с инициативой, законодательной инициативой по реформам пенсионного и социального обеспечения, решение жилищных проблем и развитие сельского хозяйства в целом.
Как представитель интересов своих граждан считаю необходимым разрабатывать и принимать те законопроекты, которые действительно улучшают благосостояние нашего народа. Имея опыт работы, хочется на законодательном уровне улучшить социальную среду населения. К завершению хочется сказать, что каждый депутат должен быть доступен и открыт для своих избирателей. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы своевременно реагировать на решение тех насущных проблем, которые сегодня есть у нашего народа. Тебу бидуцаным. Хатырскуа кандидатша абриала и шияшуйцу эфир акпи ахта харкшуйт. Яцахцуйт мишияшуйцу эфир уже азара куртаква аргазарах хайсуйт Ромео а вот видала сюда хабрас зара кухастигер бага хастык хахзар Табу так ахазара в минутк азапчоп амта аджизхэн хахзар нас бесалом шешила халагу диспансера таймерок голоб в минутки цотерхет азара так гашцар нас айбатбиги шутарасахца пускуянагу Ахуан рспетбила уапсны ейтамцу амазара радер хораят холос цара шишпазыкун. Как вы относитесь к продаже недвижимости иностранным гражданам? Кто начинает? Шарашалака. Ну, я сейчас попитать харцахна зара кобри хара ахивкуло регион ажл руктуха тезхауз бензар регион на ужран за Тимурги хет худжик хисхау ورزحن все пояснарги так ахцап. Мне хотелось бы, честно говоря, слышать вопросы, которые беспокоят наших людей сегодня. Это вы прекрасно знаете. В первую очередь вопросы энергетики. Потом мы представляем депрессивный регион Абхазии. Да, вот Кварчели, Кварчельский район, сельскохозяйственный район. Там есть вот, сегодняшние насущные проблемы в этой области. Да? Сегодня у нас есть проблемы, связанные с защитой растений, фитосанитарные проблемы. Экология меняется. Мы, к сожалению, не готовы реагировать на эти вызовы. Понимаете, управление – это вообще правильная реакция на любое изменение. Ситуация меняется, к сожалению, не к лучшему, поэтому у людей есть другие надежды сегодня, чтобы вы знали. Ну а как депутат может точечно помочь району? Депутат, вы понимаете, как мы сегодня должны защитить, если мы говорим о сохранении села, это вообще должно быть приоритетным направлением. Если мы говорим о сохранении наших традиций, то у нас должно быть... Понимаете, мы даже такую инициативу озвучивали, хотя бы 2% от бюджета законодательно закрепить за развитие сельского хозяйства. У нас вообще сельское хозяйство само разорвано. Вот система, скажем, ветеринарии, оно вне самостоятельная структура защита растений или там карантина отдельно, хотя это должна быть единая сельскохозяйственная структура. У нас сама структура разрушена. Поэтому впереди большие проблемы будут у наших сельчан. Сегодня идет удорожание всех средств защиты. Вот вы сами видите, селитра, азотосодержащая вообще сейчас проблема с вывозом из России. Поэтому нам люди хотят услышать вообще, видим ли мы решение этих проблем, как мы это видим, как мы к этому подходим. Это очень важно. А то, что вы говорите по защите, значит, по продаже недвижимости, да, она немножко популистская тема.
сегодня можно быть очень популярным. Вот я против продажи недвижимости. Знаешь, это хороший человек, патриот. Кто-то за. Так нельзя формулировать вопрос. У нас должно быть цельное видение развития государства. Среднесрочная перспектива, дальносрочная перспектива. Продажа чего-то к чему-то должна быть, если для чего продается, к чему оно привязано, какой импульс он дает, какое развитие дает. Понимаете, мы вот популистски нельзя подходить там к вопросам продажи. Я еще раз говорю, целостное видение развития государства. Вот тогда в этой программе должно быть что-то там. То же самое будет связано с нефтедобычей. Это немножко, вы понимаете, популистские темы, такие, которые мы должны более глобально, более серьезно рассматривать, не отдельно взятый какой-то фактор. Поэтому мы представляем, вот я вам говорю, вот смотрите, что такое Творчельский район. Любой регион Абхазии, если взять, да, любой регион, все имеет выход к морю. Вот кварчельцы, они загнаны вот в горам, прямо их изолировали. Я не знаю, как это случайно, целенаправленно, но такая ситуация. Вот уважаемый коллега отметил дальше, что у нас разница между в развитии регионами колоссальная. Чтобы вы понимали, 82% экономики Абхазии – это 3 города. 52% город Сухум, Гагра, Гудаута. Вот остальные 18% они распределились на 6 районов. А как вот как вы видите, как помочь району Творчальскому? Вы понимаете, как помочь конкретно взятому району, в отдельно взятом государстве, как коммунизм, там то же самое. Это должна быть программа развития. Вот скажем, как помочь сейчас району, скажем. Вот у нас очень много споров тоже шло по поводу объекта, который будет строиться, дай бог, чтобы он построился в Пицунде, да, вы знаете, очень серьезный объект. Но тут возглавляет всем известный, как бы, да, инициатор, инвестор Ткачев, который имеет большие связи, большой опыт. Можно к этому привязать, как раньше делал, какую-нибудь структуру, инфраструктуру именно сельхозпроизводителя, который будет обеспечивать это. Вот в западном регионе появился культурный объект, да, такой, скажем, курорт, а вот в восточном должна появиться база, которая будет его обеспечивать продуктами. Люди должны, вот должно быть уравновешивание. И если этого не будет, понимаете, он как пылесос будет вытягивать людей, у нас опять будут села пустеть, опять будут... Понимаете, тут нужно взвешенно очень подходить. И поэтому сказать, что за продажу, не за продажу, вопрос так не должен стоять. Каждый регион должен решать сам свои проблемы. Вот для сравнения я вам скажу, почему-то мне кажется, почему-то Творчельский регион ущемленный. Вот, по сравнению с Гальским районом, да, в Гальском районе 7 фельдшерско-акушерских этих точек, да, находится. Там 2 школы, 7 детских садов, 2 школы искусства или там музыкальные школы. А в Творчеле этого нету, понимаете как? Мы намного отстаем. Я не понимаю, почему это такое вот... Ну вот сейчас больницу построили. Больницу построили? Нет, вообще все международные организации считают, что Гальский район самый ущемленный, как бы вся помощь акцентирована туда. Мы всегда говорим, что есть другие регионы, которые не в меньшем тяжелом положении находятся, которым, вы понимаете, как мы не должны людей приучить, как вам сказать... Сатамзатаха время, 6 минут истекло. В 6 минут прошло. Да, так быстро. Спасибо за ответ. Тимур, ваше мнение, как вы относитесь к продаже недвижимости иностранным гражданам? Спасибо за вопрос. На самом деле эта тема сложная. Вот. Учитывая то, что наша страна не такая большая, я считаю, что к этому вопросу надо относиться очень аккуратно и серьезно. Я, как в прошлом строитель, понимаю, что строительство – это тот вид деятельности, который приносит большие налоговые поступления в страну и так далее, и так далее. То есть строительство стимулируется продажей недвижимости. Но, есть одно но. Мы должны понимать, какие дивиденды принесет нам это строительство. То есть, учитывая то, что у нас народ прошел сложный военный период, вот, и наш народ выстоял кровью свою независимость, мне, например, совершенно понятно, что у людей есть опасения, что
какие-то там, я не знаю, богатые иностранцы приедут тут и все скупят. Поэтому вопрос продажи недвижимости на самом деле должен быть отрегулирован таким образом. Допустим, если иностранец покупает эту недвижимость, да, у нас он не обязательно там должен быть гражданином Республики Абхазия или принимать участие в каких-то политических процессах, то есть иметь избирательное право и так далее, и так далее. Надо смотреть. Однозначно ответить на этот вопрос, конечно, очень сложно. Нам в первую очередь надо какие-то меры принять для того, чтобы обезопасить наше население, обезопасить нашу страну от такой, как сказать, повальной скупки всей недвижимости. Поэтому я бы не стал торопиться. И надо очень хорошо все это продумать. Но существует такое мнение, я извиняюсь, существует такое мнение, что на такое количество населения, как у нас, экономику хорошую не построишь. Как быть? Ну, в данном вопросе надо заниматься, я думаю, репатриацией. В первую очередь, наверное, надо пригласить сюда, создать определенные условия для того, чтобы те граждане Абхазии, абхазы, которые проживают за рубежом, в первую очередь их привлечь для того, чтобы они проживали на своей исторической родине. Но просто так сказать, а сделать это сложно, потому что люди где-то там за рубежом, в Турции или в Германии, где живет наша многочисленная диаспора, они там устроены, у них там другой уровень жизни. И поэтому вот так взять и сразу там сказать, что они все сюда приедут, нет, конечно. Прежде всего, почему я говорю, надо начать поднимать экономику, создать условия жизни. Ну а как экономику поднять без людей? Как поднять экономику без людей? Ну, на самом деле людей у нас не так много, 240 тысяч населения. Для Абхазии это небольшое население. Как говорят экономисты, я на самом деле юрист, для того, чтобы у нас была экономика, нам нужно как минимум 500 000 человек. Вот. Но взять там и разрешить всем все здесь скупать, это, конечно же, тоже не выход. Зачем нам такая экономика, если мы не будем иметь страну? Я отношусь к этому именно так, потому что я считаю, что прежде надо использовать все те ресурсы, которые у нас не использованы, а неиспользованных ресурсов у нас очень много. Например? Например, если говорить конкретно о моем округе, да, вот, один из примеров, да, если бы мы как бы все были задействованы в одном полезном, хорошем деле, да, восстановили бы Бедийский храм. Это мечта наших предков. Многие наши предки ушли, мечтая услышать колокольный звон. Что там нужно сделать? Это же историческое, архитектурное значение. Его как можно представить? Совершенно верно. Значит, это я сейчас дойду до этого. Значит, если бы Бедийский храм, да, функционировал, это обязательно привлекло бы, мы знаем, вот бедийцы здесь находимся, Абисолом наш земляк, мы знаем, что... Да, мы говорим о том, что я сейчас конкретно взятый округ беру не в масштабах Абхазии, как пример. Мы знаем, что в том состоянии, в котором находится Бедийский храм, которому 1000 лет, да, даже в таком состоянии туда в последние годы стало приезжать так много туристов, но нет совершенно никаких условий вокруг этого храма. Храм сам по себе не функционирует. Если бы он функционировал, это бы обязательно положительно повлияло бы на экономику Тхварчальского района. То есть очень серьезно, я считаю, повлияло бы, потому что поэтому таких примеров можно приводить много. Например, сельское хозяйство. Ну, огромные земли, колхозные земли, можно сказать, там 3000 гектаров есть в Агубеде, да, они совершенно не задействованы, они поросли полностью лесом. Вот вы только что говорили о туризме. Абисолом совершенно верно сказал. Вот зашла крупная компания, да, собирается там в Пицунде строить крупный объект. Вот, мы знаем, что там огромное количество отдыхающих может быть размещено, но мы бы могли использовать как раз таки эти земли для того, чтобы выращивать что-то необходимое и поставлять на туристические объекты. То есть, если западная часть Абхазии, она туристическая, восточная могла бы стать
как я уже ранее говорил, витриной сельскохозяйственной Абхазии. Вот о чем идет речь. Поэтому, как Абиссалом совершенно точно сказал, моря в Ткварчельском районе, к сожалению, нет. Но, тем не менее, Ткварчельский район, там красивые места, там замечательные люди, доброжелательные. Там вообще такой свой микроклимат. И можно было бы сельхозпроизводство наладить и буддийский храм. Это как два примера, я вам скажу. Спасибо Примеров большое. еще будет много, да. Ваши 6 минут истекли. Как вы относитесь к продаже недвижимости иностранным гражданам? Я постараюсь ответить по существу. К сожалению, этот вопрос из года в год в обществе возникает, и общество всегда остро как-то воспринимает данный вопрос, данную проблему. Я, в принципе, если мне этот вопрос задали бы несколько лет назад, я бы чуть затруднился бы с ответом. Но на сегодняшний день могу сказать следующее. После того, когда была разработана государственная целевая программа по предоставлению финансовой помощи на приобретение жилплощади, все вопросы и проблемы, связанные, жилищные все вопросы, они все всплыли. То есть что у нас получилось? У нас колоссальная, катастрофическая, я вам не постесняюсь этого слова скажу, проблема с жильем в нашей стране. Преимущественно к нам обращаются именно с восточной части Абхазии. Это Ткварчальский район, жители Ткварчальского района и Ачимчирского за предоставлением жилплощади. Мы смогли как-то установить фиксированные суммы для того, чтобы рынок недвижимости, чтобы он не вскочил. Сегодня люди с трудом, но приобретают с помощью нашей программы действующей жилплощадь. Если разрешить продажу недвижимости иностранным гражданам сегодня в Абхазии, то, во-первых, это повлияет на рост цен. Сперва, прежде чем заговорить о том, что иностранный гражданин может приобрести жилплощадь на территории Абхазии, сперва нужно своих граждан всех обеспечить жилплощадью. Государство не может регулировать цены на Государство, к недвижимость? сожалению, не может, так как Но она может регулировать, вправе... где можно продавать недвижимость, а где нет. Нет, Допустим, в одном районе, такого ну у нас в как-то... законодательстве нету, и принятие данных норм – это сложный процесс будет в любом случае. Сам рынок регулировать не получится, так как собственник, он вправе, то есть распоряжаться своим имуществом так, как он считает нужным, и также устанавливать суммы определенные для продажи. То есть сказать о том, что сегодня можно ли разрешить, это, по мне, на мой взгляд, этот вопрос не сегодняшнего дня в любом случае. Сперва государство должно изыскать средства для того, чтобы своих граждан обеспечить. Но откуда государство должно изыскать эти средства? На ваш взгляд? 40 миллионов ежегодно уже есть, то есть уже второй год, более 100 семей уже заселились и живут в своих домах. Так что при правильном подходе и желании можно изыскать эти средства. Да, они сегодня незначительные, к сожалению, не покрывают весь сектор, но поэтапно, ежегодно, то есть эту проблему можно решить. Просто проблема это с жильем сегодня и недвижимостью, да, это взаимосвязь такая, что вот если сказать именно по Ткварчальскому району, от того, что люди без работы, негде трудоустроиться, они выезжают на заработки в столицу, снимают жилплощадь, а их квартиры и домовладения в Ткварчальском районе, они приходят в упадок, и человек остается фактически без жилья со временем. Работать и арендовать жилплощадь уже не предоставляется возможным, так как нет такого заработка, и он вынужден обращаться в государство. То есть у нас такая острая проблема сегодня с жильем, с гражданами Абхазии, и говорит о том, что нужно разрешать покупку иностранным гражданам, ну, как минимум, это не своевременно и не сегодня. Ну а как же экономика? Я опять-таки задам вопрос. Ну, да, Есть ли связь между... Ну, вот связь, Как да, видите? вот как коллеги до этого сказали, что экономика, нужны трудовые ресурсы, нужны люди. Но для этого не обязательно разрешать продажу недвижимости. Есть другая проблема, это демографическая сегодня проблема в нашей стране. То
То есть мы за один день точно не решим все проблемы. И этой проблемой надо было заниматься не 10 лет назад, даже еще позже нужно было начать. Сегодня процесс, мы прекрасно видим, как он проходит, и нужно свое население. То есть приумножить. Ну а как приумножит? Ну, уже закон о демографии принят, разрабатывается к нему программа. То есть, надеюсь, в ближайшее время и программа задействует. Но опять-таки, естественно, демографическую проблему мы не то что за 5, за 10 лет, мы или 15 тоже не решим. Так у нас же существуют демографические программы вот, на протяжении вот, послевоенного времени. Нет, именно такой программой, которая на сегодняшний день разрабатывается, естественно, ее у нас никогда и не было. Но до этого же тоже были, но они были не такие эффективные. Демография в себя включает не только рождаемость, то есть рождаемость это один из пунктов демографии. То есть там и смертность, и причины смертности, и там, если перечислять, как бы, то есть реально и времени не хватит. А так сперва нужно заняться теми вопросами, теми проблемами. Трудовые ресурсы, их можно привлекать и предоставлять жилплощадь определенную, то есть почему бы и в Творчатском районе не восстановить разрушенные, постараться как минимум. Но сегодня разрешать продажу недвижимости иностранным, то как мы будем выглядеть перед теми, кто сегодня без жилья, которые родились, живут в Абхазии, и у них дети растут, многодетные семьи, 5-6 детей без жилплощади, снимают двухкомнатную квартиру и работают. То есть для тех людей, кто инициирует данные вопросы, данную проблему, в первую очередь надо как бы чуть внимания. Да, сегодня работа производится, работа есть, она плодотворная на самом деле. Да, не быстрым темпом, это опять-таки финансовые проблемы. Но можно развивать другие спектры экономики, тоже туризм, тоже сельское хозяйство. И уже из прибыли, то есть как бы со временем, да и придем к чему-то. Хорошо, спасибо. Спасибо за ответ. Атырского кандидатша Абриала. Магяны Харкушадзум, Айбету Яхта Антрам Тахинейд. Я цахсует ишьяшу эфир. Ахпетри ацухтун бехтахи хазай гуахит. Ожи шарейшимо палшараква зараква и мыштерц. Ишимо пасараква хаги бсагвана гарасимо. А зараква шмума? Шмума зарак. Пока. Ну, если у коллеги есть, то... Есть у вас вопросы друг к другу? Хорошие задали, говорят, так остаться-то. Нет, давайте тогда я задам тему. вопрос. Прислал наш избиратель. Наш избиратель или ваш? Нет, общий избиратель, я так полагаю. Арнольд Дзарипа. Вот вы, Абисалом Шериф Хахан, вот Уэсара, даже Итигейнард Паншазат Каларсахуб. Вот хотелось бы услышать ваше мнение по следующей теме. Как вы относитесь к идее императивного мандата в абхазском парламенте? Вы знаете, это я сказал, озвучил до этого, да, одних из, которые мы будем инициировать, да, обязательно должен быть императивный мандат. Если 200 подписей мы собрали, этого достаточно, чтобы нас ЦИК зарегистрировал, и 200 подписей достаточно, чтобы инициировать отзыв депутата. Депутат должен чувствовать ответственность перед избирателями. Понимаете, сам парламент дискредитировался сегодня в лице народа, в лице избирателя. Вот сегодня избирателю приходишь, знаете, мы с чем сталкиваемся? Он смотрит на нас, ну, как на соискателя, очередной соискатель благополучной жизни. Вот и все. Это фактически новейшая наша политическая история доказала, что это так. Вот вы мне скажите, законы, которые принимаются, один депутат в месяц обходится нашему бюджету, народу, да, где-то 135 тысяч рублей.
целом в год 60 миллионов рублей. За 5 лет 300 миллионов рублей. Ну, КПД какое-то должно быть вообще. Где вот такая законодательная база, которая, значит, создана, что люди почувствовали на себе, что их уровень жизни улучшился, их доходность увеличилась. Вы понимаете, мы манипулируем красивыми цифрами, типа валовый внутренний продукт, и эти цифры, показатели за счет инфляции. У нас никакого роста практически нет. Мы имеем собственный, из 10 миллиардов, собственный доход порядка 3 с чем-то. 70% приблизительно мы получаем подпитку извне. О каком развитии может быть идти речь? Понимаете, когда у нас в бюджете не заложено развитие. Вы задали правильный вопрос. Вы говорите, а где взять средства? Вот с 2014 года по 2020 год, да, за последнее время, аппарат госуправления или чиновник увеличился в 2 раза. Эффект какой-нибудь есть? Если его сократить на 10%, это вообще даже на 50%, если вы сократите, это никто ничего не почувствует абсолютно. Но за какие средства высвобождаются? Этими средствами можно реализовать какие-то проекты. Что такое парламент? Парламент – орган, который создает правила игры, создает институты, по которым функционирует государство. Если эти институты неэффективные или вообще они никакую пользу не приносят, то значит парламент просто впустую работает. Вы понимаете, был принят закон, я считаю, очень важный, да, для нашего государства. Закон, по-моему, за 5 лет всего 3 закона было принято. Поправки я не считаю, именно закон. Один из законов был закон о ношении оружия. Кто-нибудь мое мнение спросил? 18 человек собралось, проголосовали и приняли. Где наше мнение? Как-то учитываться оно должно. В чем проблема нашего парламента? Вы понимаете, у нас есть такое бытует мнение, депутаты, они должны писать законы. Не совсем так. Депутаты имеют право законодательной инициативы. Законы пишут. Самая главная задача депутата – пропустить закон через экспертизу специалистов, профессионалов. Как оно отразится на жизни людей, как оно будет реагировать на экономику, какие изменения у нас. Сегодня приняли закон, кому-то на второй день проголосовали, приняли. Вот закон, скажем, о налоге на добавленную стоимость. Там другие акты принимали, ущемляющие сельхозпроизводителей. Вы помните, ввели пошлину на орех. Вы понимаете, мнение профессионалов надо слушать. Прежде чем какой-то закон принимать, если ты не знаешь мнение представителей этой отрасли, это должностное преступление. Поэтому у нас законы, очень много неработающий закон – это зло. Это надо закон или приостановить, или отменить, или реформировать. Закон ради закона. Мы что, коллекционируем законы? Я вам могу много законов сейчас. Вы нас зажали в такое время, понимаете, когда люди хотят услышать. Все-таки люди уже устали, они все с какой-то надеждой живут. Мы отвлекаемся на какие-то, понимаете, как-то неправильно это все поставлено. Я думаю, что у вас же есть возможность встречаться с избирателями, рассказывать им о... Мне интереснее с коллегами общаться. Да. Я от него что-то сегодня услышал ценное, он сказал что-то, я что-то сказал. Мы должны обмениваться мнениями, и у нас тоже будет складываться какое-то консолидированное мнение, понимаете? Поэтому сейчас мы же не обязательно, чтобы все были в парламенте, и в общественные движения есть какие-то, как можно влиять на эту ситуацию. Табуб Хелыскайт, Тимур, ваше мнение, императивный мандат. Значит, я в этом смысле с Абисаломом согласен. Значит, должна быть у избирателей возможность отозвать назад депутата. На самом деле мы говорим немного упрощенно, но должна быть процедура четко продуманная. Почему? Потому что вопросы параллельно возникают. Нужна ли депутату неприкосновенность? Я считаю, что нужна, потому что это способ отстоять какие-то моменты, которые могут быть неугодны той или иной власти. Если у человека не будет неприкосновенности, на него возможно будет оказать какое-то давление и так далее, и так далее. В этом смысле для меня все понятно. А вот то, что касается отзыва, это и как раз-таки был бы такой действенный механизм для того, чтобы отозвать депутата назад в случае, если он не справляется с какими-то своими обязанностями, и он заодно будет помнить, для чего он туда пришел, что его избиратели выбирали, а не так он появился, а потом в следующий раз через 5 лет или что-то иное.
И второе, я что хотел бы сказать, Абиссалом вот интересную тему про оружие затронул. На самом деле у нас в республике, да, испокон веков всегда существовала культура хранения, ношения огнестрельного оружия. Но какой же абхаз без оружия дома? И порой, да, когда мы какие-то законы там принимаем и пишем, они оторваны от нашей ментальности, от нашей реальности. Вот закон об оружии как раз-таки это тот закон, который должен быть четко прописан и гарантировать гражданам Абхазии, естественно, тем, кому полагается, там есть разные причины, там психические заболевания или судимость есть и так далее, и так далее. Но все это как бы моменты, которые нужно прописывать в закон. Но я за то, чтобы в каждой абхазской семье, у граждан Республики Абхазия было оружие. Учитывая то, что мы прошли в недавнем прошлом, учитывая все это, я считаю, что нам нужно продолжать культуру хранения и ношения огнестрельного оружия. Вот лично меня отец, да, в свое время научил пользоваться оружием, научил владеть оружием. И у меня большое уважение к оружию. И в связи с тем, что он меня этому своевременно научил, я к оружию отношусь с уважением. Оно у меня зарегистрированное было в свое время и так далее, и так далее. Я же его не применяю там на каждом шагу, где надо и не надо. Оно у меня есть. Мало ли что-то может произойти, и я уже знаю, что я умею пользоваться оружием, и передам это, например, своему сыну. Поэтому я считаю, что это один из таких важных элементов именно для нас владения оружием. Вот, собственно говоря, что я и хотел сказать. Сейчас ответ был не совсем по теме, но учитывая то, что Абиссалом это затронул, мое отношение к оружию я бы хотел вот так сформулировать. Я как пример принятия закона. Понимаете, без учета избирателей. Да, то есть вы считаете, что нужно в виде опроса проводить, да, узнавать мнение? Вы знаете, как прежде, я так считаю, да, депутат, который представляет свой регион, он должен прийти, собрать людей, посоветоваться. Есть такое, как ваше мнение. Я вам скажу, столько мудрости вам подскажет народ, вы даже не ожидаете от них. Почему не учитывать это? Это же тоже потенциал. Да. Зачем? Мы получили мандат и забыли про избирателей. Вот какая практика. Кстати, это очень правильный подход, Абиссалом. Да. Добавлю, еще мое время Тимур, не закончилось. Тимур, да, у вас было 50 секунд, но у вас Вы мне есть должны еще- 50 секунд. Да. Тимур, вы можете всегда добавить, у вас есть, да, еще 50 секунд. Да, значит, то, что касается, Абиссалом совершенно правильно сказал, советоваться с избирателями, да, ну, актив может быть не совсем такое звучное слово, но на самом деле я считаю, что он говорит совершенно правильно. Мы бы в округе, я бы лично создал в округе определенный актив, с которым бы 30 советовался. секунд. С которым бы советовался постоянно. Почему? Потому что совершенно точно сказано, иногда от людей узнаешь такие вещи и находишь неожиданно решение какой-либо проблемы. Когда ты ее ищешь, и тут ты находишь в общении с людьми. С людьми должна быть связь у депутата постоянно. Должна быть открыта общественная приемная депутата на постоянной основе и так далее, и так далее. Очень много планов по этому поводу, так что если получится туда избраться, я обязательно это буду реализовывать. Да. Кстати, вот эти вопросы, которые мы сегодня здесь обсуждаем, мы на каждых выборах депутаты дают обещания, все это, что выполнят, когда станут. Но почему-то ситуация остается Но мы такой. там в округе живем, нам от наших обещаний деваться некуда, это точно. Правильно объяснил? Ваше мнение? Хочу подметить тот факт, что вот во время предвыборной кампании каждый кандидат, он находит дорогу домой каждому избирателю. То есть именно во время своей кампании он сам может приезжать и разговаривать с каждым своим избирателем. Но после избрания... когда Он забывает дорогу, Он забывает. Это практика, которая нам, к сожалению, показала. Но это большая ошибка. Он не должен забывать эту же дорогу опять к своим избирателям. То есть, когда депутат выбирается в народное собрание, это неважно от какого-либо округа,
он ни в коем случае не должен терять связь со своими избирателями. Отсюда и начинаются все проблемы. То есть это первая ошибка, которую допускает избранный депутат. Это когда он забывает своих избирателей. И данный пункт, он что вы необходим. имеете в виду, забывает Данный, депутат же, не депутат же первое его дело писать законы. И Не с помощью только законов писать делать законы. Да, лучше не только писать жизнь законы, своих здесь, как ранее было граждан. сказано, Делать закон. и писать законы он имеет право, естественно, и Законотворческая экспертизу и так далее. То есть деятельность, да. вот в данной сфере, то есть у депутата есть все полномочия. Но я предыдущие слова сказал не к тому, что у населения различного рода проблемы. И как депутат парламента, и как народный избранник, он должен оказывать содействие в решении этих проблем. Не только вот я пришел и только закон буду писать, а остальное как бы мне неинтересно. То есть такой подход, конечно, он губителен в итоге. И избиратели его избрали для того, чтобы он им обеспечил законотворческой или деятельности, или в иной сфере как-то улучшил благосостояние их жизни. То есть не обязательно там лично кого-то, а в целом, в общем. Если депутат не справляется со своими должностными обязанностями, он должен понимать и чувствовать, что тот округ, который его избрал, он также имеет полномочия, те же люди его также могут отозвать. Когда депутат уже будет это понимать, он, естественно, будет всячески работать. И вот, как Абисалом Алексеевич сказал, КБД то есть, точно вырастет, коэффициент его действий, то есть там он будет в любом случае. Как практика показала, мы имеем таких депутатов, которые, в принципе, забыли, откуда, с какого округа их даже избрали. А неприкосновенность, имеется- вы считаете, нужно оставить? Ну, это такой Пересмотреть? вопрос, для меня он не является каким-то принципиальным вопросом. Тут просто мы привыкли оппозиция, власть, то есть как разменная монета. И именно парламент, он стал всегда каким-то ключевым моментом в решении проблем между оппозицией и властью. То есть это мы вот даже не 5 лет, а почти каждые 3 года мы это наблюдаем. То есть исходя из этих позиций, то да, неприкосновенность депутата, конечно, она должна быть. А так, в принципе, ну, депутат парламента это такой же обычный гражданин, как и все. То есть он не должен пользоваться какими-то привилегиями, которым для других особо недоступны. То есть ему, я согласен полностью, ему не нужна дорогая служебная автомашина. Я считаю, в этом плане чисто только, возможно, только вот спикера парламента, остальные депутаты, как передвигались до избрания, также могут и передвигаться, и добираться до места своей работы. А зачем им служебная машина во время нахождения в парламенте? Нет, я имею в виду вот те блага, которые им предоставляются, то есть многими можно как бы... Все зависит от того, и это только не от депутатов, все должны выполнять свои прямые должностные обязанности и функции, которые на них возложены. То есть это всегда даст результат. Все, спасибо большое. Атырску кандидатша Халгарцик Хагдзем уже зохтана ажешествует минутк шумоп алхычрах ханархана ажукак рашерцезефен. Абисалом нас шешула халакет яхаш. По традиции хапни. Хара субьяна готицаге фир рам тахара хачкасан хшимом минут ханы школа тами харги яху хзимдр яху хакм шо машах редха алхицицак харат ферверте шам тахамоб абри яху заздара насыгзот вот насчет оружия. Знаете как? Вообще государство это что такое государство? Это монополия на применение силы. Только тогда состоявшееся государство. Когда я человеку разрешаю носить оружие, значит, я ему разрешаю применять силу. Понимаете, как бы я делюсь частью своими полномочиями. Для чего это делать? Я вам приведу пример, чтобы вы понимали. Вот мы здесь в Гудоу Плаза на улице в кафе сидели с одним представителем Украины. Парень был. Вот такой, он занимается восточными единоборствами и так далее, физически очень подготовлен. Пришел наш молодой парень, сел в кафе, значит, и пистолет у него на боку. Он мне задает вопрос, почему он с оружием? Ну, я говорю, у нас как бы, да, это нормально. Он говорит, я здесь себя некомфортно чувствую. Встал и уехал.
Вы понимаете, мы же должны вообще думать, мы говорим, мы абхазцы такие, должны иметь оружие. Я все понимаю. Я дома имею тоже БМП, но я не знаю, что я на деревне должен... Ношение, а не на хранение. Вот. На хранение, а не на Но ношение. вы видите, что у нас ношение, ну я то, что реально вижу, говорю. Я к чему говорю, что любой закон, который затрагивает всех нас, должен быть, во-первых, пропущен через общественную палату. У нас есть два института. Институт права и экономики. Есть институт стратегических исследований. Они должны дать свое заключение. После этого тоже депутат, когда он имеет квалифицированное заключение, может принимать или не принимать решение. Просто так вот мне принесли готовый закон, поднял руку, оно не дает. Эсма, есть такая народная примета. При дебатах има захан гидаяю это выборах. Уезжаем минут кацу штед я ширкет хазги перхага хазон. Пучек нас хаззерю халс хик хаззерю. Все, псаранас ашпну хасрта. Я ам тахак шон бжара. Табу. Тимур, минута. Ну, Абисалом, то, что государство владеет монополией, это понятно, но я бы хотел сказать так, что единственным носителем власти и суверенитета является народ Республики Абхазия. Я считаю, что он должен иметь право отстаивать свои права. Мало ли что бывает. Вот как пример, я вам приведу в Соединенных Штатах Америки. Помните, когда было убийство чернокожего полицейского, да, и полиция на самом деле превысила свои полномочия, и народ с оружием вышел для того, чтобы остановить полицейский беспредел. Это одна из самых развитых демократических стран в мире. Таким образом, народ показал власти, что народ есть власть, понимаете? А если бы таких случаев не было, полицейский беспредел там бы продолжался. Я это как пример просто для размышления привожу. Ну, это не опасный пример. На самом деле у нас реалии такие, Абисалом, реалии. Поэтому то, что касается оружия, у нас есть внешний враг, с которым у нас не заключен мирный договор и который в любое время может быть здесь. Я абсолютно согласен. Я говорю, Через 10 или 15 мы лет, должны или через учитывать 5. мнение людей. Да. Я Любое согласен, решение. я Вот о чем мы согласен. говорим. Это надо обсуждать. Я свое лишь мнение высказал. Все правильно. Свое мнение. Табу. Ромео. Хочу обратиться к уважаемым избирателям с просьбой, чтобы 12 марта уважаемые избиратели пришли на избирательные участки, выполнили свой гражданский долг. Я прекрасно понимаю, что от слова «выборы» сегодня наше общество воспринимает это очень негативно и остро, потому что люди устали от всего. Это те процессы, которые неминуемы, и они должны проходить. А так, хочу поблагодарить вас. Мне было очень приятно подискутировать с вами на разные темы. Также поблагодарить Абхазское телевидение за предоставленную возможность. Всем пожелать самое главное здоровья. И берегите себя. Да. Можно 30 секунд? Да, можно. Значит, Абисалом, ваша Говори. Ваша. Ты проявил инициативу, какая разница? Я на самом деле тоже хотел бы обратиться ко всем избирателям нашего округа. Значит, выборы в парламент – это важное политическое событие в жизни страны. И голосовать надо прийти обязательно. Вот за кого будут голосовать люди, они должны выбирать умом. Сегодня мы разные видим варианты проведения выборов, там от раздачи муки, еще чего-то. Но народ должен понимать, что мука, она закончится через неделю там, или через 10 дней, а проблемы не закончатся. Поэтому я считаю, что люди должны выбирать умом, понимать, кто есть кто перспективный, кто не перспективный. Я за себя не агитирую, пускай люди сами определят. Может, это Ромео будет, Абисалом или Герман. Вот, вопросов нет. Самое главное, чтобы люди понимали, что выборы, от их выбора зависит их будущее, там, где они проживают. Я желаю всем удачи, всем кандидатам желаю удачи. Приятно было познакомиться. На самом деле нам надо было раньше познакомиться с Ромео, с Абисаломом. Мы уже знаем друг друга. Всем желаю успехов. Всем желаю успехов и победы. Абисалом даже минутка. Даже минутка.
Ну, и созыразу избавиться реха алхица кучик рука ханио. Из кухня с парламента он будет руктыха кона зигзор тухасхо хатарнак захинджера дыхацем. Ну, а хучик на свон палаке до шакалу алозарак хабхарги уже бзен хцаю даха вахинео и хушиме пигоцги издрцом. Аха и азаром регламент кубрёб и захваз набри вот он мне сказал, говорит, мне не понравилось ему, да, вот то неприкосновенности. Вы понимаете, сам институт неприкосновенности мы дискредитировали. Вот вы покажите одного депутата, который пострадал за то, что он защищал интересы народа или против каких-то коррупционных схем был. У нас этот институт используется для обеспечения каких-то льготных моментов. Поэтому наш парламент должен дорасти, должен такими результатами иметь, чтобы он именно заслужил саму неприкосновенность. Лично я же могу помечтать в этой студии, да, если я попаду в парламент, вот первым я добровольно сложу с себя именно, это как протест, да, что именно институт неприкосновенности, это конституционное право, это так быстро не решается, но если ты заявление напишешь, парламент имеет своим решением право сложить с себя этот. Я не хочу быть неприкосновенным, я хочу быть как все. И нести ответственность. И табу бидудзан хатырского кандидатша, табу пхашасхует амта пшаны, шахаз и шешует свой эфирах, аха яхзапча замта андрамта хинет. Алхрукурчу аман шаларква зихисшует. Отже, ария студиячы игалойт пицундапи ац, пицундапи раубаски ацепи алхр тапхадаква арганби а кандидатша, атил хопшча и фишмежен абзерас.